Афганистан. Женское сообщество провело в Кабуле демонстрацию с призывом к правительству назначить больше женщин в кабинет министров. Объединение женщин Афганистана выступает за то, чтобы правительство страны следовало своему обещанию включить 4 женщин в свой кабинет. Таково было слово, данное президентом страны Ашрафом Гани после его избрания в прошлом году. Но Гани лишь объявил 3 женские кандидатуры на посты в кабинете, однако все они были отклонены Нижней палатой парламента на прошлой неделе. Украина. Сотни поклонников певца Андрея Кузьменко собрались в Киеве после его гибели в автокатастрофе близ Днепропетровска. 47-летний Кузьма, как его называли, был солистом группы «Скрябь». Сбор от его недавнего концерта предназначался на нужды украинской армии. Потрясенные горем фанаты певца поминали его 2 февраля за патриотизм и верность своим украинским корням. Пакистан. Коммерсанты и предприниматели в Пешаваре на севере страны выступили с предостережением правительству от изменения намеченного проекта, известного под именем Пакистанско-Китайский экономический коридор. 2000 километров автомобильных и железных дорог должны соединить Западный Китай и новый пакистанский морской порт Гвадар. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф недавно предложил изменить маршрут в пользу родной для него провинции Пенджаб вместо Пешавара. В Киргизстане группа людей с болезнями почек провела акцию протеста перед правительственными учреждениями в Бишкеке. Собравшиеся требовали лучшего к себе отношения. По словам протестующих, страна имеет только 28 аппаратов гемодиализа на 1500 больных людей. Они призвали также оказать финансовую помощь для оплаты дорогостоящих видов лечения. Правительство Грузии объявило, что с 1 марта цены на природный газ для предприятий и компаний будут увеличены на 20%. По словам правительства, только хлебозаводы будут избавлены от взимания по новой ставке, которая вызвана ослаблением национальной валюты лари по отношению к доллару. Большая часть газа поступает в Грузию из Азербайджана.